В центре внимания специалистов МЧС в первую очередь населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от полей и лесов. В частности, к сегодняшнему дню уже опахана территория сельского поселения Яндарья. Односторонняя противопожарная полоса протяженностью 3 километра должна защитить жилые строения от огня на случай возможного возгорания, что не редкость для периода высоких летних температур. На сегодняшний день в составе рабочей группы, в которую входят представители МВД участковые, МЧС, лесничество и администрации, вот совместно выезжаем, смотрим, в каком состоянии эти защитные полосы, которые были проведены, и есть ли необходимость повторить эти защитные полосы, их ширину смотрим, какие иные мероприятия, которые необходимы, которые помогут не допустить пожара в лесах. На сегодняшний день вот выезжаем в состав рабочей группы, проехали уже и Кажево, и Газиюрт, и вот на сегодняшний день СП Яндари приехали, смотрим. Силами администрации обновлены вот эти защитные полосы, которые сейчас видны. Посмотрим, какие еще иные мероприятия необходимы. Вот именно вот такие работы мы проводим. Сотрудники пожарной охраны обращаются к населению с просьбой соблюдать особую осторожность, не разводить открытый огонь и не жечь траву. Тем более, что в ближайшие дни синоптики обещают повышение дневных температур до плюс 35 градусов. При устоявшейся жаре бывают случаи возгорания в лесном массиве. И с целью предотвращения вот этих лесных пожаров мы ежегодно проводим опашку территории, прилегающей к лесному массиву, а также соответствующую разъяснительную работу с людьми, которые выезжают в эту местность для отдыха, для встреч, чтобы они не разводили костры, чтобы убирали за собой. Потому что эти вопросы связаны в первую очередь с безопасностью жителей села и также с тем уроном, который наносят природе, экологии. Опашка границ населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов и сельхозугодий, является одним из основных требований пожарной безопасности и крайне необходимой в летний период противопожарная мера. Опашка земли необходима для предотвращения распространения огня в случае возгорания на жилые и иные объекты, а также лесные массивы. Магомед Дивлоев, Тимур Карахоев, Дэйн Тимурзиев, Вести, Ингушетия.